Всем ассаламу алейкум, это программа «Спортивная Ингушетия» на канале Магаз. Сегодня мы приехали в фокус сельского поселения Зязиков-Юрт. Первые тренировки в этом спорткомплексе начали проводить более 30 лет назад. Давайте зайдем вовнутрь и посмотрим, что изменилось за это время. В первую очередь за руку бороться здесь, за эту руку бороться здесь. За рабочий где левый. Она левша вот. Задание левой рукой или отворот или верн зават халат. А шолот да долчана, ашуду. Деха ора борт платить или верн зават платить. Это аж хамалятин, я как свободно дош халат переходит в захват. Зават рабочий дават халат. Поэтому еще задание малое первую очередь шолот да делать, старайтесь руку взять. Якир что хацула слой кирки сразу. Якир что дальше дуах примем за сейчас, кир да дуах отсюда берете односторонний борт. Вот взяли захват. Погоще. И балму да что дуас кого. Сей правое плечо лор буас. Отсюда дергаем на себя хакат уаз. Я рад хакат уаз чем перехватите агл дуас кир. Видите? Или отсюда бросаем его назад, задний, вперед, передний поднож, с колен. Или же дергаем, перехватываем захват свой. Вот. Что, цен рабочий, отключить дорога шанс. И за собой двигаем, подготавливаем свой бросок. Подтекает и за собой дергает. Изначально, что лоточан, левша, что хар воли, левша. За руку бороться, где игехал. И вот борт дизачан, верно давать дизачан, ер дизачан игехал. То на первый раз, якик халат хочу, право налево. Правую руку, левую кик халат хочу. Нога сначала хацула, слой кик хацула, а то что отсюда берете сразу односторонний борт. Взяли односторонний борт, контролируйте плечо, гонщик, баллон ждешь, вот бушуанс, кулак. Ходите чаны, гонщик, доставать отсюда. А вот ваш давайте, да, удобно доставать, вот. Надо чуть-чуть держать ваше правое плечо, контролируйте больше. Что кик ходите, захватывать, видите, чуть-чуть, от себя оттекать больше. Даже что кик достать, то и да, захватывать, что халат ваш дался сразу. Раз, срываете за собой, перехватываем. Двигайте. И отсюда работаем, задний, боковой. Одноименный зацеп, ще бросок шаболба. Ханс задание мыштивый. Умар задание, сакик верхний халяться, что вот. За собой двигает, отпускает. Со задание за эту руку бороться dia. Нагасан тагит сулату шинки за откайди халати кирки. Отключаем руку, отсюда берем, или отсюда берем, или отсюда берем. За собой двигаем, все, бросок язычок. Просто за руку бороться, амгуз дувай ханс. Нога сначала кик халас лучше, а перед открыть же, дальше дуахчу. Берем отсюда левую руку, односторонний борт. За собой дергаем, контролируйте шейки, балм контролируйте. Сюда халас хата, встречаем. Отключили, дергаем, за собой двигаем, бог больше. Якик багоше, можлата, а что это, агалда? Якик у вас то же самое, захват орлох и халат узы. Рычаг свободный. Узы захват, халат, узы халат, поэтому не желайте захват. Давай халяться, а колто дикель. Отсюда берем, верно давай. Или отсюда борт, верно давай, как вам удобно. Загрузите, отключите здесь, полностью отдохните рабочий. Все понятно? Все, давай, приготовились.
Ассаламу алейкум. Алейкум. Джамалио, ты в числе первых спортсменов, кто начал вообще заниматься в этом зале, ну, с первых дней открытия этого зала. Вот за это время, как ты считаешь, что изменилось? В начале, когда мы начинали тренироваться, у нас не было таких условий, которые сейчас у нас в данный момент есть у ребят. Есть все условия, начиная с тренажерного зала, начиная с плавания, бассейна. Зал, какой хороший зал у нас. Раньше таких условий не было, но все равно дети старались, тренировались. А сейчас молодежь у нас вообще отвлекается на эти же телефоны, на третье, четвертое, на компьютеры. Больше отвлекаются от всего этого. А именно занятия спортом раньше намного больше усилий прикладывали именно к спорту. То есть, получается, Джамалил, раньше вы все свободное время проводили в зале, да? Если честно, мы почти до 12 находились в зале. 12 ночи? Раньше, до 12 ночи, мы здесь где-то к 12 только домой уходили. И утром с 9 часов приходили, тренировались в зале, уходили часиков 12, и вот вечером приходили. И вот так большую часть времени проводили в зале. А сейчас детям утром и вечером тренироваться невозможно, потому что график со школы, они большую часть проводят сейчас в школе, потом приходят с уроками, уводятся на этих телефонах, на этих компьютерах сидят. Но тем не менее... Перспективные ребята есть, перспективные ребята есть, которые даже на сегодняшний день, вот эти маленькие ребята, которые в рейтинге в этих турнирах сидят первыми номерами, хотя трудятся, есть желание. Сколько здесь смен вообще, Джамалил, в целом? Есть где-то 5 смен проходит. 5 смен? Да. А тренерский состав большой? У нас тренеры всего лишь 5-6 человек здесь. Справляетесь? Справляемся, стараемся справляться. Тем не менее, дополнительно у нас мы взяли еще с 7 до 9, чтобы до школы было им как-то намного легче. С 7 до 9 даже проводим тренировки. То есть, получается, Джамалил, в этом зале тренируются местные ребята или из других сел Малгобекского района тоже приезжают? У нас здесь тренируются местные ребята, с Очелков, с 3 Очелков приезжают, с Нового Риданта приезжают, с Малгобека даже ребята приезжают на тренировки, с этого южного поселка сверху приезжают, с Возисенов приезжают. Мы охватили просто вот этот весь район, с Очелков, начиная до Малгобекского района. Эти приезжают, тренируются, уезжают. Вот ты сказал, что у вас в зале очень много перспективных ребят, Джамалил, вот, а результаты какие у них? Ну, если сейчас взять такой, у нас участник Олимпийских игр, Костоев Джафар, в этом году участвовал на Олимпиаде. На мировом рейтинге боролись, гран-при брали ребята, призеры мира есть ребята, призеры Кубка мира есть. Чемпионы Кубка мира есть, чемпионы Европы есть. Если в общем так взять, у нас результат. Вот последний, Джамалил, вот последний результат. Последний результат это у нас Джафар Костоев на Олимпиаде, который боролся. Азия, чемпион Азии, он Азию тоже выиграл, большой шлем выиграл. В этом году он хороший результат показал. У нас есть хорошие ребята, он Гетегазов хороший, растут, сейчас начинают расти. Гетегазов есть, Цичоев есть, вот, Костоев есть, Амар хороший мальчик. Сейчас поименно перечислять долгий список будет, но есть хорошие ребята, которые сейчас даже возьмем Костоева, этого последний ездил у нас на 3 турнирах. Гетегазов ездил, Мухаммад. В Чечню ездил, в Ставрополь ездил и в Дагестан ездил. На 3 турнирах стал чемпионом. Официальный старт, да, Джамалил? Нет, по юношам, межрегиональный турнир. Они же только на межрегиональных пока борются. До СКФ еще далеко. Чуть-чуть мы так подведем, по-другому сделаем эти планы, стараемся, потому что в этом дзюдо много чего сейчас изменилось за последние 5 лет, 10 лет, если так взять. Надо трудиться не 2 раза, как мы раньше делали, а 3-4 раза больше трудиться, чтобы сделать какой-то результат. Вот возьмем просто вот этого Джафара Костоева. Он, когда приходит на тренировки, он минимум 4-5 часов в зале проводит на одну тренировку. Вот утром приходит, вот сегодня возьмем, он утром был на тренировке, он отсюда где-то к 3-4 часу только домой ушел. Домой пришел, покушал, поел, 5 часов опять приходит на тренировки. И вот выходит, если взять, он же у нас на мировом уровне борется,
он большую часть своей жизни проводит в этом зале. И оно того стоит. Да, поэтому результат такой хороший. Участник Олимпийских игр, я считаю, в данный момент это очень хороший результат. Конечно. Многие мечтают просто попасть на Да, Олимпиаду. это же итог, пик всего, что ты сделал в своей жизни. Это твоя карьера, то, что ты можешь показать, то, что ты можешь выжить из себя всего. А вот ребята стремятся к таким же результатам, равняются на него. Они, да, равняются на него, они бывают очень рады видеть его в зале. Когда он приходит, каждый хочет, я это сделаю, то, что Джафар сделал, я это сделаю, я это сделаю. Мотивация. Хочу, да, мотивацию он им хорошую дает. А на самом деле Джафар сам же такой, дети тянутся к Да, нему. простой парень. Да, простой парень очень. Ажал, с одним бортом бог в бой. Да, борт халаш. Ажал, Озер. С борта. Захват срываем. Делаем через спину и зацеп изнутри. Ажал. Бороться, даже ас халяцация. Что прав шавы и лев шаванц. Правую руку борт ляцать, левую цуляцать. Ажал, Озер, захват, аж халат. Плотно, цинкига ехали, халат еще кимона. Багоша, второй рукой. Закручу это сюда. Багоша, захвата, перехватываем еще. И захвата халяцер сразу хакату еще. Лахт сейчас что, захват халяцер. Ханял что, борт халяцер, лахт улыбчу, сразу перехватит дыши киркуры. А я хвастаю дачен. Поэтому, что вы делаете? Чуть-чуть двигаем за собой. За собой хавал, хакату. Борт дергаешь. И сразу же движение перехватываем, срываем захват. С борта тоже адуахкажа, дальше двигаемся. Справа налево развороте через спину. Еще раз, ажал внимательно. Вы двигаете, раз, срываем, тянем, подворачиваем и бросаем. За собой хавалыч. Движение идет назад. Раз, правая нога, левая нога присед. Еще раз. Вы его за собой двигаете. Борт тхала дышанцы, держите. Не заряд, ваша дальше, за собой двигайте. Движение ахта дышанцы, захват, срывайте. Поэтому халяется ее, чуть-чуть дергаем за собой. Да, срываем за собой. Видите? Дальше хавал у вас. Двигаться сюда, без остановки. И во время движения делаю подворот. В левую сторону. Еще раз. Двигаю. Срываю, захват. Идет. Подворот. Поднимаем. Отсюда бросаем. Второй прием. Зацеп изнутри. То же самое. Жол зацепит чана и правую хатишку бахвишен. Правую как хатишку бахвишен. И борт хаву здесь. Слушай, правую как хабах бош. Левую как правую как бушуат изнутри выбивать. То же самое движение. Взяли захват. Двигаем за собой. Срываем. Тянем. И отсюда подсаживаю сюда. Лахи хаву ажвенга. Аж духаша. Кол дехки кикуза. Лахи ла захват. И загружаем сюда вниз. Еще раз. Движение то же самое, без остановки халешное движение. Просто шутить, а мы шагер. Вообще остановки сразу надо бросать. То же самое еще раз. Хожу, посмотрите внимательно. Вы его дергаете, двигаете, срываете, тянете на себя. Отсюда вы загружаете, очхушу. Правой ногой шаг делаете, левый разворот сюда. Сюда разворот, дальше. И на него. Делаем назад бросок. То есть два движения холваханс. Вперед делает через спину. Второй бросок назад. Зацеп внутри. Давай, приготовились.
ассаламу алейкум. Джафар, в этом году у тебя все официальные старты завершились, ты находишься дома. Вот расскажи, начал ли ты тренировки, как ты себя чувствуешь? Да, сегодня как раз у меня была первая нагрузочная тренировка. Начал тренироваться в своем зале, в котором я начинал. И вот сейчас пришел сюда посмотреть на наше подрастающее поколение. То есть, Джафар, ты начал тренировки ОФП или уже на ковре работаешь? Физподготовка у меня пока что. Пока на ковре я еще не работал. Всем привет. А в общем, как ты себя чувствуешь? В общем, форма, физическая психологически форма. я восстановился. Сейчас надо подтягивать физическую форму. То есть, чтобы полностью восстановиться, ты прошел в первый зал, да? Да, у себя на родине я быстро восстанавливаюсь и в своем обществе, так сказать. Вот первую тренировку, Джафар, сколько лет назад ты начал в этом зале? Ну, мне в 6 лет было. Это получается почти 20 лет, да? Где-то так, да. Вот за это время вот что изменилось в этом зале, Джафар? Как ты думаешь? В этом зале, ну, раньше намного больше было народу, сейчас я не знаю, с чем это связано. Спорт, наверное, у нас ушел на второй план, на третий. Но раньше, я помню, зал был прям забитый, и это было практически везде. Сейчас уже молодежь чуть другая. Расслабилась? Что? Расслабилась, да? Я не знаю, много чем заняться, наверное, сейчас, чем раньше. И ищут себе в разных направлениях, наверное. Ну, раньше была конкуренция намного сильнее, и, естественно, спортсмены были сильнее. И было намного больше. Сейчас и народу меньше, и талантливых. Талантливых людей у нас очень много спортсменов. Просто вот именно тех, которые показывают себя на соревнованиях, их число уменьшилось, к сожалению. Вот, Джафар, смотри, в дзюдо, если ты талантливый спортсмен, у тебя больше шансов, или если ты пахарь, у кого больше шансов? Везде, в любом месте трудно в первом месте. Обычно те, кто талантливый, они надеются на свой талант, и это зачастую сказывается на них очень плохо. И, Джафар, вот что бы ты пожелал именно подрастающему поколению, вот что самое важное в спорте? В спорте? Ну, спорт, это, он везде понадобится, не все будут чемпионами, это не всем дано. Я думаю, в первую очередь надо ставить всем акцент именно на образование, потому что если ты развит как человек, да, если ты развит, ты найдешь себя в любом месте. И, конечно же, спорт это тоже надо выкладываться, трудиться, но образованию я бы посоветовал акцент давать больше. Ум в спорте нужен, да? Да, именно конкретно в дзюдо особенно, я думаю, побеждает обычно тот, кто сильно думает. Алло. А то же самое с одним бортом, сзади по ножке отработать. То же самое, захват срывайте, за собой двигать тоже. Назад будем бросать. Алло. Сзади подножку идет чхана, правую стойку, правой ногой шаг нужно делать. Правую ногу туда, в сторону. Видите, туда, шагаться. Сюда оставляем подмышку, руку как через спину вверх. То же самое движение за собой. Взяли захват. Двигаем, срываем, потом правой ногой шаг. Вставляем руку под мышку. Тянем вниз, загружаем его. Еще раз. Дергаем. Правой рукой. За собой двигаем, срываем. Правой ногой заходим назад. Понятно? Как ногой шаг, подмышку, через спину, санишь, просто через спину шагаться, а сзади по ножке мы делаем шаг вперед туда. Туда, на него, шаг. Еще раз. Раз, двигаем, вставляем, ногу тянем. Отсюда выбиваем, бросаем. Взяли отворот, еще раз. Дергаем, за собой двигаем, срываем, шаг, тянем. И отсюда левой ногой. Как обычно, сзади по ножке выбиваем ногу. Закручиваемся, мы делаем не завод. Еще раз. Раз, шаг, сюда. Вставляем, тянем на эту ногу. Выбиваем, бросаем. И то еще. Правой ногой, шаг вперед. Шаг вперед туда. Правой рукой тянем его. Бросок есть бок, как биться, куга загрузить войс. Сколько буара тянуть войс. Правый шаг, да, бахш. Правой рукой и тянем его вниз сюда, загружаем. Потом поднимаем левую ногу и выбиваем. Бросаем. Понятно? Давай, приготовились. Пара стали.